Прямой эфир. Танкий эфир, танкий эфир. Так, танкий эфир. Так, раз. Может, да, приглашать это лайн или... Так, 2 kişi efirde. 3 kişi efirde Темирбек Ильясов. Ассаламу алейкум. Значит, тогда қалған елдер записьтілер қарап қойысыңдар данан. Азыр таңқы эфир, мен көптен бері эфирлерге шыға келем. Азыр таңқы эфирді жүргізем. Таңқы эфирде биринчисин орысчасынан сөйлөйүн, анткени азыр каралып аткан иш, бул аякта орус жарандар бар. Орус жарандар азыр бизди карайт, аларга дагы отчет катарында беришим керек. Алар боюнча да сөз болот. Ошондуктан мен азыр бул эфирди орусчасынан жүргүзөм, капетпегиле, анан кыргызчасынан дагы айтып кетем. Туура түшүңүздөр. Эмкисин кийинки мына азыр орусча айтып кеткенден кийин кайра кыргызчасын көрөсүңөр. Уважаемые друзья, уважаемые фейсбукчане, я вас приветствую. Я этот эфир сейчас посвящаю одному уголовному делу, которое рассматривается сейчас в Первомайском районном суде. По заинтересованности этого дела я уже говорил ранее, что какой-то чиновник с администрации президента, начальник отдела, у которого когда-то мама там работала на этом предприятии, очень сильно заинтересован в рейдерском, можно сказать, в захвате большого предприятия стоимостью где-то около 100 миллионов долларов. Интересным поводом было то, что уголовное дело возбудило ГКНБ, но ГКНБ потом, уже возбудила, отправила. Но интереса сотрудников ГКНБ там нету. Они возбудили уголовное дело, провели следствие, дело направили быстренько в суд. Но самое интересное то, что фигурантам данного дела предъявлено заочное обвинение. Само по себе заочное обвинение у нас предъявляется, и это по заочному обвинению быстренько отправили в Первомайский районный суд. Судья Первомайского районного суда, я об этом говорил ранее, судья Первомайского районного суда данное дело взял спокойно. Были выслушаны, мы начали судебное заседание, определили полностью порядок, исследования, все это сделали. И в связи с тем, что ознакомливались, сделали то и все, суд, потому что новый адвокат вступил, суд продлил и назначил судебное заседание на 8 число. То есть 8 июля должно было состояться судебное заседание. Мы это судебное заседание зафиксировали в своих шахматках. В своих шахматках полностью зафиксировали данное судебное заседание. И мы ждали судебного процесса, который у нас будет 8 числа. Даже не 8, оказывается, даже не 8. Данное судебное заседание, на 8 число было назначено, оказывается. Но каким-то образом вчера судья создал группу, секретарь суда создала группу и начала писать: придите на судебное заседание. Мы, перенесли судебное заседание, на сегодня в 9 утра. Интересно. Тогда очень возник интересный вопрос, начали проговаривать с моими доверителями, я начал переговаривать. Они подтвердили, что вчера была дана команда председателю, якобы, я не могу это утверждать, но якобы дали команду
председателю Первомайского районного суда. Председатель Первомайского районного суда дал команду нашему судье, что сегодня утром и назначили судебное заседание не 8 числа, а назначили сегодня в 9 утра. И вот сейчас и со вчерашнего вечера меня начали уговаривать, чтобы я прибыл на судебное заседание. Соответственно, я вчера должен был вылететь за пределы нашего государства. Вот, я отложил этот полет. Я отложил. Пускай даже будет то, что они думали, что я вылечу, и хотели, скорее всего, наверное, дежурного адвоката или адвоката с ГГЮПа пригласить и туда посадить, и сегодня же вынести приговор. Не было никаких еще судебных исследований, было только обозначили порядок рассмотрения. А сегодня, наверное, скорее всего, они хотят уже приговор вынести. По заочному обвинению сегодня хотят скорее всего, вынести приговор. Почему? Потому что назначили в 9 часов, и до 12 часов мы должны в течение этого времени рассмотреть. Но я немножко огорчу нашего судью, огорчу Первомайский районный суд тем, что, уважаемые судьи, я должен был в 4:30 утра вылететь за пределы нашего государства по поводу своего здоровья. Но из-за вот такого беспредела я отзвонился сейчас за рубеж, отзвонился в свою клинику и попросил отложить мой сегодняшний визит к врачу и отменил билет на самолет. То есть я попал на билете самолета и плюс еще на консультацию своего врача. Я всегда говорил о том, что заказушность многих уголовных дел очень сильно начала проявляться и начало вот это все исполняться через судебные органы. Но не без участия какого-либо сотрудника, небольшого ранга, не без участия какого-либо сотрудника этой администрации президента или же там кого-либо из принадлежащих к телу самого президента. Но они никак не могут понять, что они этим самым своими действиями, своей жадностью, чтобы быстрее получить какой-то куш. Я говорю, это местечковый, вот такой маленький уровень, чиновничий уровень. Это я обычно их называю шакалье. Вот это шакалье, вот этот местечковый уровень. Президенту докладывают совсем по-другому, или же председателю ГКМБ Камчыха Дыршаевичу докладывают совсем по-другому, а дают команды, извините, Камчыха Дыршаевичу и Садыру Нургаджоевичу времени нету за каждым там уследить или проследить, или прочитать бумагу. У них государственное дело. И они на вот этом местечковом, на вот этом среднем уровне шакалью хотят просто свой куш сорвать. А чтобы куш сорвать, они имеют действие на суды. В особенности на Первомайский. Почему я всегда говорю о Первомайском? Просто Первомайский районный суд просто сломали. Сделали таким, знаете, послушным судом. Вот какой-нибудь чиновничек там позвонил, все, перед ним, от которого зависит дальнейшее его пребывание, то все, здравия желаю, все будет так точно выполнено. Вот и все. А в реальности эти дела очень контрольные, они очень дорогие компании, и этим самым на вот этом местечковом маленьком уровне, вот это маленькое шакалье решает вопрос целого предприятия стоимостью где-то около 100 миллионов долларов. И сегодня, используя судебные органы, они хотят признать, потому что, почему я говорю используют? До этого, когда они не смогли договориться о передаче долей, не смогли договориться, то они пошли на тот уровень того, чтобы они отписали просто. И это тоже не получилось, тогда у них выхода не было ни одного учредителя этого предприятия, не было ни одного директора этого предприятия, или же того лица, который был наделен правом
их не было, там ввели временное администрирование, и за счет временный администратор подписал бумагу и объявили о банкротстве. Судом двух инстанций, Первомайским районным судом, это административным судом, Первомайский район, потом еще плюс административным судом города Бишкек и плюс еще судом Бишкекского городского суда, банкротство признали законным. Это первый их не был шаг. Теперь, чтобы не вякали, чтобы укрепиться и в Верховном суде, сегодня надо трем учредителям и исполнительному директору надо предъявить обвинение и взять их под стражу заочно. За счет этого они укрепятся в Верховном суде и признают банкротство, и компания стоимостью $100 миллионов, она будет просто разбомблена на мелкие миллион частей, и каждый из этой компании, каждый вот этот местечковый царек, среднее сословие администрации президента, чиновников буржуазии нашей, они заботятся о своем кармане. И ведь они не думают, что у этих людей есть тоже дети, есть тоже родственники. И этим самым, вот такими самыми действиями они создают и подставляют президента, они устраивают ему саботаж. Потому что они неправильно доносят информацию, там говорят, ой, он такой негодяй. А в реальности негодяй он сам. И этим самым он зарабатывает себе плюсы якобы, но плюсы ему не нужны, ему нужно просто денежка, которые они берут. Вот Светлана Пчелинцева, она всегда тоже выступает в судах. Банкротство – проверенный способ. Да, Светлана, такие способы могут применяться. Поэтому на сегодняшний день ситуация, которая складывается в судебной системе, я всегда говорил об этом и говорю. Всегда надо бороться с тем средним сословием исполнителей, которые настоящие, просто это те, которые создают саботаж президенту. И на сегодняшний день все, где какие есть ошибки президента, это и есть саботаж вот этого среднего сословия, который специально подставляет президента, специально подставляет Камчыка Дашаевича для того, чтобы показать, какие они, недееспособные. Это диверсионная работа против самого президента и против Камчыка Дашаевича. Я считаю таких людей, которые хотят забить свои карманы, я считаю их просто обычными диверсантами против нашего государства. Вот на этом я на русском языке это все сказал. Теперь я скажу на кыргызском. Урматтуу Facebook колдонуучулар, азыр деген саат 9-да бир процессти жөндөн түшүнүксүз эле кече назначение болуп калыптыр. Андан мурун бул иш сотко келген. Сотко келип туруп, ушул азыр чоң $100 миллион чоң предприятие бар. Ошол предприятияны, ошол мекемени алып туруп, биз сот башталган, ошол сотто башталган сот боюнча биз соттук исследование өткөнбүз. Териштирүүгө жаңы эле өтөлү деп атканбыз. Анан кийин жаңы адвокат киргени менен ишти 8-июльга которгонбуз. Бирок кече саат кечки 7-8-дерде соттун секретары чалып алып, группа создавать этип алып, ошол жактан жазып атат. Момундай азыр деген сот болот, эртең саат 9-да келгиле деп. Анан билиштирип тияктан бияктан, эми баарыбыз эле Кыргызстанда жашайбыз, ата тегибиз, достордон бар тияктан эметсек, кече 1-Май районго команда берилген деп атат. Бир күн ичинде, 1-2 сааттын ичинде карап салгыла, мыйзам карап салгыла деп. Карап туруп, ошо күнөөлүү деп тапкыла деп. А күнөөлүү деп эмнеге табыш керек? Анткени деген кайра мындан мурункусу мыйзамсыз иштери банкротство боюнча башталган. Ошол банкротство боюнча башталган ишти же учредителдер жок, же исполнительный директорлор жок. Ошолорсуз
спец администраторду киргизип алып, спец администратордун буйругу менен банкротство объявлять этип салды. Бул да мыйзамсыз, негизи мыйзамсыз кодекстерге жатпаган нерсени жасашты да. Эми ошону Бишкек, ошо Меж райондук суд ошону карагандан кийин, анан кийин Бишкекский городской суд аны далилдеп берди, банкрот деп объявлять. Эми азыр жогорку сотко биз жазып атабыз. Жогорку сотко 100%, 100% утуп кетиш үчүн булар азыр могу жерде 3 кишини күнөөлүү деп таап туруп, момча миллион налогтор төлөгөн жоксуң деп туруп, ошондон эптеп ошол килеген мекемени тартып алгысы келип атат. Бул мекемени тартып алгысы келип атат дегенде, ошону президентке тартып алгысы келип атат деп эч ким айта албайт. Камчы Кыдыршаевич деп, алардын биякта тиешеси жок. Чын-чынына келгенде тиешеси жок. Бирок алардын кол астында барган ошол жерде кичинекей бир начальник отдела, начальник управления деген администрацияда бар. Ошолордун кызыкчылыгы. Анткени ошолордун бирөөнүн энеси ошол эле чоң предприятияда иштептир, бухгалтер болуптур. Бүт билет экен да канча акча түшөт. Эми ошону деген азыр менчиккен, ошону менчиктен алып чыгып туруп, азыр мындай банкротство объявлять этип, мынтип туруп, анан ошол мекеменен бирдеме табайын деген аракеттин азабы да. Бирок булар түшүнбөй атат, ушул кичинекей. Мен андайларды шакал дейм да. Ошол шакалдар түшүнбөй атат. Ошол шакалдар түшүнбөй атат того, что булар деген ошону менен президентке Камчы Кыдыршаевичка абдан чоң мындай саботаж кылып атат да. Мен буларды диверсант дейм да. Мен буларды диверсант дейм. Булар деген Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыршаевичка просто подстава кылып атат да. Анткени булардын мен түшүнбөйм, алардын кол астында иштеп туруп, аларга же мындай подставаларды кылган адамдарды вообще түшүнбөй койдум да. Мейли андагы. Ошондуктан мына кече 8-ине коюлган соттун датасын бүгүн саат 9-да тим эле колду бурап чыгарып атат. Мен кече түнү менен учуп кетмекмин. Чет өлкөгө ошол жакта бир врачыма бармакмын. Өзүмдүн ден соолугум боюнча. Бирок бүгүн анга бара албай калдым. Уже кечирим сурадым, билетимди кече өткөзүп бердим. Ошондуктан мына бүгүнкү күнү мына ушундай балелер болуп атат. Баарыбыз эле течере жатып калабыз, күнөөлөп тигини муну. Жок, мына мен башынан эле айтып күтпөйм. Мондай бизде бийликте мондай средний сословие бар да. Булар өйдө да чыкпайт, ылдый да кетпейт да. Булар всю жизнь уже ортодо жүрө берет. Анан ушундай интригаларды жасап атып, ошолордон өзүлөрүнүн калталарын мындай толтурат да. Ошонго көнүшкөн. Булардын аталары ошондой болгон, аталары ошентип иштеген, кийини ошо булар деген всю жизнь 30 жылдан бери ушинтип иштеп келген. Именно ушулар биринчи да президенттик кетиргенге ушундай бүт түзүп берген, экинчисине да, үчүнчүсүнө да, төртүнчүсүнө да мына азыр Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыршаевичка да мындай чыкканда полный подстава кылып атышат да. Анткени туура эмес информацияларды алып келип берет, туура эмес бүт туура эмес маалыматтарды ташып атып, элдин баарын жамандап атып туруп, анан ушундай эмеге акыбалга алып келишет. Эми саат 8-ине назначаться этилген, коюлган 8-ине коюлган күндү бүгүн саат 9 коюп атканына абдан күлкүнүчтүү. Мен азыр барып ошол жакта прямой эфир сайганын аракетин кыламын соттук заседанияда. Бирок мыйзам талаптары боюнча мен сураймын. Уруксат бериңиздер. Мен Facebook мына прямой эфирде азыр коеюн, азыр бүт баары неметели деп мага уруксат бербейт, потому что эч ким мындай бетин ачкысы келбейт да. Бирок мыйзам талаптарына карата аудиозапись мага укугум бар. Аудиозапись жүргүзгөнгө мен бүгүнкү соттук процессте аудиозапись мен жүргүзөм. Ошол аудиозаписти анан чыгарам. Уважаемые фейсбукчане, сегодня будет заседание. Я постараюсь включить прямой эфир, но согласно нашему законодательству прямой эфир или же записи, видеозаписи производится с разрешения суда.
Я как бы не постарался, я буду ходатайствовать об этом, но мне суд откажет. Суд откажет в том, что, ну, они же не хотят же показывать заказушность этого дела. И, скорее всего, тогда я сегодня просто законодательно я имею право на аудиозапись. Аудиозапись я буду ставить, и потом эту аудиозапись буду опубликовывать. Большое спасибо вам всем. Барыңыздар чоң рахмат. Алға Қырғызстан. Бәрі құдайым бұйырса мыйзамдылыққа жетеміз.